Я буду очень краток, и конкретно у меня 3 предложения. Первое. Я категорически против конституционной реформы. Конституционной реформы. Категорически против, потому что есть договоренность, есть вот это простые масса людей, которые понимают, что до 2020 года нельзя менять. И все для них. Это хороший будет проект, очень супер хороший конституция, но это не имеет значения. Самое главное, что нельзя, и все. И у меня конкретно 3 предложения. Первое. Предлагаю от имени участников сегодняшней встречи обратиться к каждому депутату, 120 каждому депутату с письмом, обращением, с конкретным вопросом, поддерживает или нет. Пускай письменно отвечают. И мы будем знать каждого депутата в лицо, кто поддерживает, кто не поддерживает. Будем уважать их мнение, но мы будем знать, что, каково их мнение. Второе, все-таки нам надо вооружаться. В случае, вот если все-таки конституционная реформа состоится, нам надо, чтобы заранее у нас был на руках альтернатива, оппонирующий документ. Я думаю, это будет заключение Венецианской комиссии. По процедуре Венецианской комиссии в комиссию могут обращаться президент, в целом парламент, омбудсмен, но конкретная депутатская группа могут обращаться, несколько депутатов, отдельный депутат может от своего имени обращаться, депутатская фракция может, депутатские комитеты. В связи с этим, Замира Бектултановна, у меня второе предложение – найти конкретных групп депутатов или фракцию, или отдельного депутата, который может обратиться в Венецианскую комиссию с просьбой, чтобы они заранее подготовили заключение, чтобы у нас на руках было... Это Нет, невозможно. Это возможно. Обращение... Азиза, вы уходили. Здесь говорят, незаконно это все делается. Вы хотите легитимизировать незаконный процесс? Нет, обращение... Нет, я просто по ходу даю... Можно я закончу, потом... Нет, вы просто вводите в заблуждение, что отдельные депутаты или фракции правом субъектом инициирования обращения в депутатскую комиссию может быть профильный комитет, спикер от имени парламента, президент, омбудсмен. Все. 4 субъекта обращений. Другие не могут. Ни группы депутатов, ни фракции этим правом не обращаются. Нет, вот по проекту закона о мирных собраниях, который недавно было внесено правительством, мы обращались конкретно к Шахмаматовой и Скрипкиной, которые взялись и обратились. Но потом была отозвана, и это не было механизм до конца доведено. Поэтому это, в нашей практике это было. Ну, возможно. Ага. Потом вот третье мое предложение. Все-таки необходимо, я предлагаю здесь присутствующих, у нас абсолютно отсутствует механизм защиты членов конкретной группы. Это видно, как другие группы, членов других групп задерживаются, преследуются. Абсолютно отсутствует механизм защиты. И когда нет механизма защиты, каждый мы вместе можем, как бы, ура, патриоты мы, а когда по отдельности, у каждого есть семья, у каждого есть, как бы, свои ценности, семейные ценности. Поэтому, когда отсутствует механизм защиты, выйти на людей, с Эркиным Бликбаевым я абсолютно согласна, мы выходили, когда кидали яйцами, и Адахан Кимсанбаевич знает, как в Атбаше их встречали. Мы через Доке знает, как Тюпе с ним обращались. Мы же в Кыргызстане через это прошли, что скрывать-то? И вот поэтому, когда отсутствует механизм защиты, когда мы не знаем, если в отношении кого-либо из нас будет преследование со стороны власти, мы никто не знаем, как нам поступать вместе. Мы не знаем. У нас отсутствует. И пока вот такой механизм единственный... Особенно после того, что вчера сказал Атамбаев. Да. Вчера точно на вопрос Толкуна Матаева сказал, будем сажать в тюрьму. Да, и вот поэтому о безопасности тоже думайте. Я не говорю, чтобы мы должны бояться, но у нас должны быть конкретные механизмы. Какие у нас будут юристы, какие у нас будут адвокаты, какие у нас будут журналисты, на кого мы можем полагаться. Вот это конкретные 3 предложения у меня. Спасибо.